Первый инструмент, который мы сегодня посмотрим, это инструмент акции. Он позволяет получать различную информацию о рынке ценных бумаг. И для того, чтобы этим инструментом воспользоваться, у нас есть некоторая заготовка, вот такая вот маленькая табличка, в которую мы прописали по-разному названия компаний на русском языке, на английском языке и 2 компании, написанные тикерами разного регистра. Мы рекомендуем использовать тикеры, потому что они распознаются инструментом лучше. Тикер — это такое вот короткое название биржевое а, той или иной компании, но мы сейчас посмотрим, как все эти 4 варианта распознаются. Первое, что нам нужно сделать, это выделить названия компаний, по которым мы будем получать информацию. Далее мы переходим на вкладку «Данные». И здесь в группе «Типы данных» нас интересует инструмент акции. Кликаем по нему. Excel немножко подумает и покажет нам те компании, которые распознает. Мы сразу видим, что распозналось у нас 2 компании, Microsoft и Apple распознались, и 2 компании остались нераспознанными, около них стоит знак вопроса. Давайте заглянем сначала вот сюда в Сбер, и в правой части экрана нам показывают потенциально возможные варианты. То есть слово вот это Сбер может содержаться в разных вариантах компаний на бирже. Давайте выберем какой-то из них. Нам на текущий момент не принципиально, поэтому просто выберем первый, выбираем его и нажимаем кнопку «Выбрать» под ним. Компания сразу же распознается. И еще одна компания не распозналась. Мы написали просто по-русски Google. Это неправильно. Так, к сожалению, ничего не сработает. Поэтому давайте просто в ячейке значения поправим и напишем то, как это должно быть в латинице. Буквально секунду подумав, нам Excel выдает название компании. Компания называется Alphabet. Дальше нам необходимо будет выделить название компаний еще раз. И в правой части этого выделенного фрагмента, вот здесь вот, появляется такой маленький всплывающий значок, при наведении на который мы видим его название — «Вставка данных». При нажатии на этот значок у нас открывается список доступных опций тех, которые мы можем увидеть в отношении данных компаний. Ну, давайте какие-нибудь из них выберем. Начнем давайте с названия Previous Close. Они, к сожалению, здесь идут только на английском. В данном случае мы выбрали предыдущее закрытие, то есть цена, с которой компания закрылась в предыдущем периоде. Помимо этого давайте добавим наибольшую стоимость, изменения в процентах, ну, чтобы у нас какая-то была более-менее объемная информация. Ну и, например, вот здесь в самом начале можно взять за 52 недели наибольший и наименьший результат. У нас получилась такая небольшая табличка с данными. Давайте сразу сделаем ее чуть более красивой, чтобы данные нам сразу видеть более в удобном виде. Для этого я перехожу в вставка таблица. Окей. И таблица у нас становится более красивой. Сразу немножко шире стали столбцы, и мы видим все данные в них. Ну и, соответственно, видим то, что и запросили. К сожалению, не подтягиваются столбцы названия тех позиций, которые мы запросили. Их сюда лучше прописывать вручную, если они вам нужны для обзора в будущем. Но вот мы с вами таким образом увидели данные, которые выбрали, по сразу 4 компаниям, и можем ориентироваться теперь немножко в положении этих компаний на рынке ценных бумаг.
Чтобы увидеть все поля, которые доступны для той или иной компании, у нас есть еще одна опция. Мы можем кликнуть по вот этому знаку, не знаю, что это, домика, наверное, в начале названия компании, и у нас откроется небольшое всплывающее окошко, в котором будут перечислены все позиции, которые доступны для данной компании. Можем покрутить вниз и увидеть что-то, что нас интересует дополнительно. Если что-то из этого мы забыли добавить в нашу таблицу, то это сделать мы можем прямо отсюда. Ну, давайте, например, на валюту наведем. Здесь появляется точно такой же значок добавления. Нажимаем на него, и данные сразу попадают в нашу таблицу. Причем, несмотря на то, что мы были внутри Microsoft, нам добавилось в отношении всей таблицы добавились данные. В отношении других компаний это будет работать точно так же. Ну вот даже логотип мы вначале можем посмотреть.